Приветствую всех на канале Магия Песка. Мои дорогие и любимые зрители, меня зовут Ольга, и сегодня для вас я сделаю отсыпочку на такую тему. Случится то, чего совсем не ждете. Загадайте, пожалуйста, на себя, загадайте свои временные рамки, и мы с вами посмотрим на самые неожиданные события за этот период. За тот период, который вы загадаете. Ну что, настроились, приготовились? Давайте узнаем. Я прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только лишь самую важную, нужную и полезную информацию. Случится то, чего совсем не ждете. Ну, смотрите, вот здесь у меня счастливая пара, и люди что-то приобретают. Здесь мужчина, прям выложится по полной. И я так понимаю, что именно мужчина будет оплачивать, либо как-то и оплатит, и поучаствует. Мужчина женщине радость дарит. Женщина гордится своим мужчиной. То есть, если вы девушка, женщина, смотрите мою отсыпку, то мужчина рядом с вами вас удивит и что-то приобретет, да, сделает сюрприз. Может быть, вы уже ему говорили, да, хочу то и то. Мужчина такой, типа, денег нету или еще чего-то там нету. Там не достать, есть проблемы, но он найдет. И он вас удивит, и он вас порадует. Опять же, смотрите, у кого-то это прям муж, либо влюбленный мужчина, а у кого-то, например, сын, либо зять, например, может, брат у кого-то еще отыграется. То есть женщина счастлива, какая-то покупка, приобретение мне идет. Момент счастья, момент удовольствия показан. Если вы мужчина и смотрите мою отсыпку, и вы, например, знаете, о чем мечтает ваша женщина любимая, ну, либо мамочка ваша дорогая, то я так понимаю, что вам Боженька пошлет те ресурсы, на которые вы сможете исполнить мечту вашей дорогой любимой женщины. Вот, и порадуйте ее, сделайте ее счастливой. Хороший очень знак, и знак, который улучшает отношения, который приносит много удовольствия двум людям. По центру у вас седло, сердце и галочка. Ну, седло — это хорошо. Седло вам еще пригодится. Кататься на лошади без седла, максимально некомфортно и неудобно. Сердце. Либо по сердцу ситуация, либо как-то связано с личной жизнью. Галочка говорит о том, что вы добьетесь успеха и собой будете довольны. Допустим, как вариант, да, вы имеете образование, то есть когда-то там давно отучились, может, курсы какие-то закончили и этим не пользовались. А тут такие вот дела, что ваше образование, либо ваша квалификация очень сильно будут востребованы. И вы возьмете это седло, как науку, как знание, на любую лошадь его пристроите, и вы будете кататься. Вам по сердцу будет эта ситуация. И вот выполните для себя буквально программу максимум. Особенно если вы нуждаетесь в работе, нуждаетесь в деньгах. Также, мои хорошие, у кого-то может отыграться ситуация, что вы переезжать будете, потому что седло, оно еще и про переезд говорит. Вот добьетесь, что вы переедете в место, которое будете любить, влюбитесь с первого взгляда. То есть там вам все понравится, абсолютно все. Как и внутри, так и внешне, там что кубатура, расположение, соседи, ремонт, да, все понравится. И для себя поставите эту галочку, что вот я молодец, я этого добилась, да, я это сделала, я переехала. Либо переехал. У кого-то из вас отыграется, что это как-то связано с вашим карьерным ростом. Сидеть вы будете лучше, да, прям седло удобное, прям по сердцу вам это все. А галочка, что вот я добился, я добилась, да, теперь у меня должность, теперь у меня прекрасное кресло, которое мне очень нравится, я очень доволен и горд собой, довольна, и я это все люблю. Любимым делом заниматься, и карьерно расти. Конечно, вы будете довольны, конечно, сердечко ваше порадуется. Дальше случится то, чего не ждете. Здесь какая-то женщина,
с шумом, с гамом падает просто лицом вниз. Женщина, которая была на высоте, женщина, которую, ну, как-то, не знаю, любили, уважали, но либо у нее такой, знаете, как роль, да, у нее была такая роль, она всем втерла в глаза, что я такая хорошая, я такая добрая, я такая талантливая, типа, любите меня. И многие люди, ну, доверчивые, я так понимаю, люди, не видели, что эта женщина пропитана черной водой насквозь, да, у нее прям эта чернота капала с нее. И люди этого не замечали, обманутые люди. А вы всегда видели, что с этой женщиной что-то не так. Вот были у вас мысли, вы всегда думали, ну, что-то не так, да. Либо точно понимали для себя, что не так, но вы об этом молчали, видя этих обманутых, вы понимали, что вам не поверят, вы понимали, что вас никто слушать не станет. И если вы начнете говорить, то вы можете даже как-то людей против себя настроить. Но не вашими руками, но при воле высших сил эта женщина падает с большим громом, шумом, помпой, падает прям лицом вниз. Это самое ужасное, что может случиться с человеком, когда он упадет лицом вниз. То есть это потерять имя, потерять лицо, репутацию, все, что имел, да, все в один момент эта женщина потеряет. Этот момент вы запомните надолго. Вы скажете, вот теперь я довольна. Я всегда знала, что эта женщина не та, за кого себя выдает. И вот эти люди, которые были обмануты, вы знаете, они же будут топтаться по ней, они же будут ей мстить, бить ее за то, что она их всех обманула. У них как момент отрезвления идет. Когда она упадет, тогда они и поймут, кто она такая. Ну и очень много еще хейта пойдет в ее сторону. Буллинг даже какой-то будет в ее сторону. То есть вот все ей аукнется. Вся та ложь на протяжении там сколько-то месяцев, либо лет, она этим всем занималась, это все против нее обернется. И это уже как приговор. Тут уже делай, не делай, никак не отменишь это событие. Время пришло. Да, все. Она могла измениться, она могла стать лучшей версией себя, но выбрала темный путь. Ее душа выбрала темный путь. Ну и теперь будет падать. Падать очень громко. Еще очень много неприятностей натерпится. Люди не прощают такое, да, люди не прощают обмана. Особенно вот доверчивые люди могут быть жестокими. И вот с ней будут очень много людей жестокими. Так, еще. Вы не ждете, что кто-то вам долг отдаст. Долг может быть как и материальный, да, вот когда-то у вас кто-то занял деньги в долг и пропал человек. И долг может быть, что у вас кто-то что-то взял попользоваться, да, взаймы, например, там, не знаю, что-то для кухни, либо какой-то прибор, и тоже человек пропал. А может, сломал и пропал. Я вижу, что человек появится и вернет вам долг. Мало того, что вернет долг, еще и сверху какую-то вам как, не компенсация, а скорее как утешительное что-то, да, что типа, извини, я был неправ, я была не права, за твое терпение, вот тебе как дополнительный какой-то бонус. А если это был какой-то предмет либо вещь, которую человек сломал, то, скорее всего, купит новую модель, либо гораздо лучше, да, чем была утеряна, сломана. И вам это тоже будет очень приятно. Приятно, что человек появляется, что помнит, да, изначально, что помнит, что должен вам. Второй момент, что появляется, приносит. Ну и третье, то, что вы получите, конечно, вас порадует. Даже если вы были очень обижены на этого человека, то сразу все простите. Простите, потому что поймете, что у человека все-таки совесть есть. Возможно, человек вам объяснит, почему так долго не появлялся, почему так долго не возвращал долг. Вы, конечно же, войдете в положение, скажете, окей, я все понимаю. И самое главное, что все-таки ты пришел, либо пришла, и долг мне принесла. Вот это будет самое главное. Вы будете кому-то об этом рассказывать, и люди будут махать головой и говорить, не может такого быть. Такое только там в фильмах показывают, да, либо в сказках бывает. Но к вам долг вернется. Дальше. Вижу, что вы с человеком познакомитесь, этого человека называют на букву «Л». Это может быть фамилия, это может быть имя, да, вот сокращенное. Может быть, как прозвище даже какое-то. Человек представится не именем, а прозвищем. И этот человек, он как комик, комедиант, умеет смешить, умеет веселить. С этим человеком, либо в окружении этого человека вы
от стресса избавитесь. Этот человек настолько вас взбодрит, прокачает, настолько будете много смеяться, развлекаться с этим человеком, что прям совершенно по-другому себя будете чувствовать. Это может быть как и мужчина, так и женщина. Да, женщины тоже могут быть очень в этом плане талантливыми. Да, вот может быть эта женщина всегда хотела стать актрисой, может быть она хотела стать стендапером, но вот не случилось, не получилось. А может быть и получилось. Это вы уже сами узнаете. Мне идет буква «Л». Очень приятный человек, самые лучшие эмоции с этим человеком. И вы выдыхаете весь свой стресс, все свои зажимы, блоки. Это все уходит, со смехом все это уходит. Освобождение идет. Освобождение от внутренних сковывающих обстоятельств. Дальше, мои хорошие, вы не ждете, что вас на какую-то работу пригласят, позовут. Смотрите, работа может быть как и постоянной по найму, так и какая-то подработка, ну, либо частичная занятость, да, может быть. Вас зовут, причем зовут, обещая прям хорошее вознаграждение. И у вас такая мысль, вы думаете, ничего себе, что нет других желающих на такую зарплату, да, либо на такую сумму вознаграждения. И вам говорят, нет, нету, мы хотим именно тебя, да, ты нам нужна. Может, вас знакомые позовут, может, родственники позовут, а может быть, люди, с кем вы когда-то в прошлом взаимодействовали, работали. То есть все-таки вас зовут не за красивые глаза, а за ваше умение работать, за ваш профессионализм. Дальше дважды повторится одна и та же ситуация, когда вы какую-то козу доите. Вот раз вы доите козу, а вот второй момент вы доите козу. Вот вы доите раз козу, два козу. 2 раза одно и то же событие у вас повторяется. И это событие максимально выгодное для вас. Вот видите, с правой стороны у нас фрагмент. Сначала вы будете очень довольны. Скажете, вот это да, мне повезло. Доить козу, ну, как молоко получаете. Молоко — это ресурс. А вот коза, например, если мы говорим о человеке, то это очень такой строптивый, капризный, упрямый человек. Если мы говорим о работе, то это очень тяжелая работа, очень кропотливая, где нужно быть максимально сфокусированным и аккуратным. Может быть, такая работа, знаете, не каждый может справиться, не каждый может подоить. А у вас получится, еще и дважды получится. Не успеете вы от первой ситуации отойти, потому что, ну, это тяжело, да, доить козу — это тяжело. Вы будете ходить еще и хвастаться, и будете говорить, представляете, я козу доила, и все будут говорить, не может быть. И буквально в коротком времени, там, пару дней, да, у вас опять такая же ситуация, и опять вы ее подоите, молока себе наберете. Прям будете ходить в шоке сами от себя, что у вас дважды получилось одно и то же действие сделать, причем так удачно для себя. Все-таки получаете ресурс. Молоко — это очень хороший ресурс. Это могут быть и деньги, это могут быть и какие-то бонусы, бенефиты, льготы, поощрения. Да? Вот почему-то мне еще информация пришла про государство, государственные программы, какие-то фонды мне еще идет. Может, добьетесь, да, добьетесь от разных организаций, там, госучреждений, каких-то моментов, вот, связанных с помощью, с поощрением, с льготами. Вот еще мне идет, вот дважды мне идет. Ну, этим гордиться можно. Вот смело ходите гордиться. Люди действительно будут восхищаться тем, что вы это сделали. И самой себе вы не верите, либо сам себе не верите, что неужели 2 раза у меня получилось. Да, у вас получится. Так, и еще вы совершенно не ждете, что к вам силы вернутся. Энергия вернется, жизнь вернется. Видите, вот она, птица Феникс, которая взлетает. Лететь, взлетать, встать на крыло. После каких-то плачевных событий вы очень сильно сдали. Ну вот прям кто-то физически и внешне. Кто-то ментально очень сильно сдал, да, вот разочарование, боль. Вы видите ужас этого мира, вы видите несправедливость этого мира, вы уже ничего не ждете, не хотите. Стресс, депрессия — это то, что вас преследовало в последнее время. И вам действительно было очень тяжело. Не хотелось ничего делать, вставать не хотелось, кушать не хотелось. Никто и ничто вас не радовал. Вот как, знаете, жизнь в дне сурка у вас была. А тут вы, как птица Феникс, возрождаетесь, сияете, блистаете, еще и взлетаете. Очень хороший знак. Вернутся силы, а у кого-то, помимо того, что вернутся силы, еще и чувства вспыхнут.
Чувства, но опять же, чувства бывают разные. У кого-то любовные чувства вспыхнут, у кого-то страстные чувства вспыхнут, а у кого-то желание чего-то получить, добиться. И вы такая: хочу, мне это надо, я добьюсь этого, да, и вот как птица Феникс из пепла возрождаетесь и летите туда, где вам будет хорошо, туда, где вам будет приятно. Очень классный знак. Дальше. Девушка не ждет, что мужчина ей кольцо подарит. Здесь кольцо, кстати, с камушком выходит. Кольцо — это хорошо, это хороший подарок. Может быть, вы давно просили, чтобы ваш любимый мужчина подарил вам какое-то определенное колечко. Да? Может, вы колечко от Cartier хотите, либо Tiffany, либо там какие там дорогие кольца. И вы ему и так, и сяк, и там подсовывали картинки, и открывали странички в интернете. А он вот все пожимал плечами и говорил: ну, денег нет, да, либо пока не могу. А тут он вам ни с того ни с сего, вот как-то мне вообще идет без повода, дарит это кольцо. Может быть, это не то самое кольцо, что вы хотели, но оно тоже очень красивое. И там очень красивый камень будет. Вот прям влюбитесь в это кольцо. Замечательное кольцо. Именно мужчина женщине дарит. Дальше, мои хорошие. На сухой ветке цветы зацветут. Это очень хорошо. Я понимаю, что не всем подойдет это предсказание, но все равно скажу. Возможно, вы отчаялись завести ребенка, либо вы отчаялись, что вы станете бабушкой либо дедушкой. Ну, хочется, да, внука понянчить, либо хочется еще своего родить. Вы все разные. То есть себя вы уже считали сухой веткой, да, сухая ветка, ну какие могут быть цветы? Либо вы смотрели там на свою невестку, либо на дочь и думали: ну вот это точно не родит, да. Ей вообще это не надо, она там карьерой занимается, жизнь свою живет. Может, вам девочка говорила, что а я вот child free, да, я вообще не хочу детей. И для вас это было как сухая ветка. Но это не в обиду сказано, это просто вот так показывает песок, чтобы нам, обычным людям, было понятно. Вот, зацветут цветы. То есть родится ребенок, а за ним следом еще один может родиться ребенок. У кого-то двойня может родиться, у кого-то, как эти близнецы могут родиться. Так что это удивительное. Не у всех отыграется, а вот конкретно кто хотел и кто отчаялся. И это с левой стороны, конечно, большой сюрприз, конечно, большое счастье, а кому-то прям двойное счастье идет. Если вы, то узнаете, что беременны. Если кто-то из вашего окружения, ну, родные девочки ваши, то вам сообщат, да, что вот сходила к гинекологу, либо там тест провела, и вот там 2 полоски, да. Как-то так идет. Очень много счастья. Почему-то мужчину показывают очень счастливого. Мужчина просто вот с ума сходит от радости, сам на себя не похож. Вы таким его еще не видели. Может быть, это, ну, будущий папа, да, очень будет счастлив. А может быть, это будущий кто? Дедушка, например. Мужчина на радостях может даже чего-то там накупить, причем там на несколько лет вперед, да. И ребенка еще нет, а он уже там игрушки покупает, причем дорогие игрушки. Ну, интересный момент, конечно. Тут счастьем пахнет, радостью большой пахнет. Еще вы совершенно не ждете, что с какой-то женщиной начнете общаться. Сейчас между вами и этой женщиной, ну, буквально целая пропасть. Да такая глубокая, что просто страшно смотреть, голова кружится. Может, вы с ней очень сильно рассорились. Может быть, у вас очень стойкое чувство антипатии между друг другом. Но опять же, да, вы все разные. Но я вижу, что буквально вот за очень короткий период времени вы мостиком накроетесь обе. Мостик — это отношения, мостик — это найти друг к другу подход. Это объединиться, это стать, ну, лучшими подругами, либо соратницами, настоящими компаньонами. И вот люди, которые вас знают и знают эту женщину, либо знают вас, либо знают эту женщину, да, они все будут в шоке. Ну, потому что видели, как у вас изначально выстраивались отношения. И вот люди будут говорить, что какая-то игра, это что, шутка, как такое могло произойти? Вы что, друг другу жизни спасли, что вы так сильно сдружились, там обиды забыли, ссоры забыли. А вы сами будете не понимать, почему вдруг вы так сильно сдружились, почему вы так за друг друга горой стоите. Но вы обе сильные личности, и вы обе
созданы, пришли в этот мир, да, не просто так, а с какой-то определенной миссией мне идет. Ну, как говорится, поздравляю вас с началом прекрасной дружбы. Да, сейчас вы про эту женщину вообще не хотите не слышать, не думать. Возможно, вы на нее обижены, возможно, у вас к ней очень много претензий. Возможно, эти претензии совершенно не пустые, там есть основания, но тем не менее все забудется и будет большая дружба, крепкая дружба, настоящая дружба. Дальше, мои хорошие, вы совсем не ждете, но сможете раздобыть какую-то очень ценную информацию. Эта информация доступна единицам. Только единицы знают эту информацию, и то молчат. Ценная, какая-то бесценная, даже не просто ценная, бесценная информация, которая очень дорого стоит. Информация, которую все хотят, но не все могут получить. И даже если получат, не все поймут, о чем речь идет, а вы поймете. Вот вам откроется. Вы тоже тогда молчите, да, никому не рассказывайте. Иначе вы как упустите эту свою возможность на этой информации делать свои дела. Кто-то зарабатывать сможет, кто-то улучшить свои дела сможет, кто-то может чего-то добиться важного для себя. Смотрите, эта информация открывается избранным. Раз вам она открывается, значит, вы этого достойно заслужили. Если вы будете передавать эту информацию, во-первых, люди могут не понять, а во-вторых, неправильно истолковать, а в-третьих, могут у вас ваши же возможности забрать. Да? Зачем это? Если Боженька дает, не значит, что нужно разбрасываться этой информацией, транжирить ее. Поверьте, если вашему близкому положено узнать, ваш близкий узнает. Но не от вас, а каким-то другим методом, путем. Вот то, что ваше, пусть при вас будет. Это очень важно. Благодаря этой информации вы действительно можете возвыситься. Но если начнете рассказывать, то можете еще потом об этом пожалеть. Люди, которые не поняли, но попытались, у них не получилось, потом они придут к вам, начнут кидать вам предъявы и говорить: да как так, ты же обещала, а у нас не получилось, ты зачем нас обманула? А вы ведь не обманывали, вы от всей души делились. Просто люди не способны усвоить эту информацию, да, понять ее. Так что лучше оставьте при себе и пользуйтесь, да, не откладывайте в долгий ящик, пользуйтесь этой информацией себе на благо. Итак, мои хорошие, на этом у меня все. Всем спасибо за внимание, всем пока-пока.